Бурлун. Мы рады вас всех видеть. И сегодня у нас очередная встреча нашего клуба исследователей родословия ОРТПУ. Хочу поделиться нашей радостью, что с момента нашей последней встречи в апреле еще мы встречались с представителями ижевцев. Очень продуктивно прошла встреча, потому что делились своими родословными, кто как продвинулся, кто-то в программах, кто-то в Excel, кто-то заполнял альбомы. То есть это было очень интересно. У меня даже что-то получилось, у меня был такой личный шкурный интерес, что называется, потому что я сама иженка. И традиционно передаем привет нашим удаленным пользователям, они очень ценят то, что у нас возможна запись. И сегодня у нас, мне кажется, очень интересное издание, про которое расскажет Светлана Юрьевна, это архив гостей Панкратиевых. Это научные публикации, которые оформлены в научные публикации, переписки Ивана Шергина, да? Да. Я расскажу. Да, хорошо. Тогда предоставляю слово Светлане Юрьевне. Здравствуйте еще раз всем. Можно следующий показать вид Серегова. Действительно, это очень такое уникальное издание. Архив гостей Панкратиевых. Гостей это купцов. Я составитель, можно следующий, Елена Геревна. Я просто Серегова показываю, где усолье на той стороне. Вот. Составитель его, кандидат исторических наук, Тимошина Людмила Алексеевна. Я с ней познакомилась, правда, по телефону, но мы с ней теперь переписываемся, и я очень рада вот этому знакомству. Прислала она мне второй, третий и четвертый том, Елена Геревна. Я четвертый том читала 3 часа, как пришла с почты, бросив все на свете, не отрываясь. То есть информация чрезвычайно интересна. Но интересна она, конечно, тем, кто интересуется проблемами родословиями, историей своих населенных пунктов, откуда наши предки. Значит, это научная публикация, как сказали уже, научная публикация. Она, конечно, прежде всего адресована историкам, профессиональным историкам. Это первая публикация частного архива XVII века. Первый том вышел в 1-м году, а дальше вот на протяжении до 15-го, по-моему, года, забыла, в каком году 15-й год, вышел 4-й том, вот шла эта публикация. Документы хранятся, по 1-му тому, это Российский государственный архив древних актов, это книга, копийная книга, и ряд еще других документов, и документы в московских, санкт-петербургских и других архивах. И в нашем национальном архиве. Людмила Алексеевна приезжала в наш национальный архив, работала с ним, и в ряде книг, там в конце написано, из какого архива эти документы, судебные дела, к примеру, они есть. Или перепись 678 года, она списана из фонда Сереговский сользавод, тоже хранится в нашем архиве. Панкратиевы – это крупные купцы 17 века, выходцы из посадских людей Галича. Можно следующий фрагмент показать. Первый, там сначала Григория переселили, есть труд, мне прислала его Людмила Алексеевна, я в него не буду удаляться, но это очень тоже интересно. Данила Григорьевич Панкратиев, он купил в 1600, я рассчитывала на большой экран, вы меня простите, что это здесь мелко, в 637 году место в Серегове у вдовы Опаринова Севастьяна. Это место было уже опустевшее, то есть варницы и трубы не работали. Место само по себе было небольшое. Вот он купил его всего за 23 рубля. И начали потихонечку осваивать это место. Но расцвет этого промысла был во времена, когда занимался этим промыслом его сын Иван Данилович Панкратиев. Естественно, он не сам приказчик, мы будем о нем говорить, а он был президентом корабельной палаты, руководил постройкой флота у Воронежа, а потом был президентом бурмистерской палаты в 1699 году. Умер он, вероятно, примерно в 711 году, так ученые пока точно не называют этой даты.
И у Ивана Даниловича Семен Иванович Панкратьев тоже достаточно влиятельный человек, один из руководителей денежного двора в Китае-городе, а затем он был переведен в Санкт-Петербург, и там был инспектором ратуши. Достаточно тоже. И вот именно эти люди владели сереговским промыслом и финансировали его, занимались этим промыслом. Следующий слайд, пожалуйста. Ну вот первый том. Первый том – это публикация переписки приказчика Сереговского усолья Ивана Андреевича Шергина с 1673 года. Хотя вот ученые считают, что он был с 672 года там, уже был приказчиком. С 673 года по ноябрь 1703 года. Он в конце ноября, может, в начале декабря, последнее его письмо 30 ноября 1703 года. Это первый. Второй том – это комплекс документов, связанных с имущественными правами вот этой семьи Панкратьевых, именно земельной собственности. Прежде всего земельной собственности. Там не только земли здесь в Яринском уезде, но есть все земли остальные, те документы, которые сохранились. Третий том, пожалуйста. Третий том – это уже судебные и административные дела. Причем, обратите внимание, это период очень небольшой. 658-678 год. Но это судебные дела, связанные сразу с становлением этого промысла. И ряд других судебных дел входит вот именно здесь. Четвертый том. Судебные и административные дела уже с 679 по 701 год. Действительно, я сначала думаю, зачем мне эти судебные дела, зачем этот мне четвертый том? А оказалось, что там настолько интересная информация. По большому счету, вот это издание научное, вот я говорю, история от первого лица. То есть мы всегда говорим, что история – это люди, это конкретные люди. А здесь, вот во всех этих публикациях, во всех этих 4 томах, все события через людей. Все люди обозначены, кто так или иначе участвует в этих событиях. Поэтому, говорю, сюжетов для исторических фильмов, романов и так далее здесь очень много. Пожалуйста. Дальше. Ну вот, кто такой Иван Андреевич Шергин? Он приказчик, я вот здесь написала, он сам из Великого Устюга. Его отец был священником церкви Симеона Столпника в Великом Устюге. Он умер в марте 1975 года. В письме написано Панкратьеву, где сообщает Иван Андреевич своему хозяину, что он поволокусь в Устюг. Поволокусь, вот такой термин у него всюду. В Устюг проститься с телом своего отца. Это конец марта. 2 брата, старший брат Леонтий, он был священником церкви Иона Богослова. И вот Анатолий Алексеевич нашел мне, его дети учились в духовной семинарии Великоустюгской. Поэтому я полагаю, что, пока я не могу достоверно сказать, но я полагаю, что священники Шергины во многом происходит именно от этого рода, от Леонтия, от Андрея, от Леонтьева. Второй брат, младший, то есть Иван Средний, Яков Андреевич, он был устюжским посадским человеком, но он помогал постоянно Ивану, то есть он приезжал из Устюга и с грузами, он помогал ему перевозить, как они называли, грамотки, эти письма, привозить деньги и так далее. То есть он ему очень хорошо помогал. Следующий, пожалуйста. Ну вот в этом первом томе 383 письма. Самое, конечно, большое число писем, это ученые посчитали, я их данные взяла, 166 писем, это Ивану Даниловичу Панкратьеву. Затем письма, 104 чуть поменьше, главному приказчику Панкратьеву, который находился в Вологде, Ивану Дмитриевичу Нагаеву, и в последние годы его сыну Никите, который тоже, видимо, исполнял уже вероятно, после смерти своего отца функции главного приказчика. Практически в один день идут письма. Сначала идет Панкратьеву, затем идет письмо чуть меньшего содержания, идет Нагаеву.
писем устюжским купцам Грудциным, 36 писем. Но вот эта семья очень помогала Ивану Андреевичу. Почему? Потому что вот из этой семьи Грудциных жена Ивана Даниловича Панкратиева. Вот он всячески помогал сереговскому промыслу. И деньгами, ну и товарами. Дальше, пожалуйста. Ну вот основное, что я сказала вначале, купили-то ведь небольшое местечко. А для того, чтобы развивать соляной промысел, требовалось, ну, во-первых, лошади, будем говорить, а для лошадей нужно сено, то есть нужны покосы, нужно зерно выращивать, овес и так далее, люди нужны. Поэтому приобретение пашен и покосов у крестьян. И почти вот весь второй том, сейчас нам перевернут страницу, во втором томе 280 документов, связанных с так или иначе покупкой или приобретением вот этих всех земель. Ну вот я просто опись, какие здесь, вот купчие крестьянина Нижпогосской волости, то есть землю купили. Самое интересное, что здесь описывается, а где же эта земля. И мы с Людмилой Алексеевной разговаривали, говорили, вот это бы все наложить на карту, Анатолий Алексеевич, на карту вот этих земель всего бассейновыми. То есть очень много интересных сад. Вот видите, пожва, какие пожни где. Вот купчая крестьянина Турецкой волости, то есть Туринской тогда называли Турецкой. Дальше закладная кабала. То есть бывало так, что занимали деньги. Потом не могли рассчитаться, и потом уже оформлялись документы на приобретение этой земли. А это вот здесь Ляльская, третья, Злобины. Это из Ляльки есть такая фамилия. Дальше следующий. Просто я показываю по оглавлению именно какие территории здесь. Запись Шошецкой волости. Марфы Севастьяновой, жены такой-то. То есть еще и жен можно узнать, потому что умер хозяин, собственность, жена вынуждена занимать деньги и так далее, а потом в итоге продавать пожню где-то что-то. Опять Туринской волости, Сереговской, крестьяне Сереговской, Ляльской третьей, Туркин, Гаврила Петров Туркин. В Сереговской горе тогда было много Туркиных, потом их не стало, то есть они все продали, вероятно, куда и там, где-то работали, вероятно, потом перебрались уже в Усть-Вымские земли, это 670 год. Вот видите, это 75 год. Дальше. Ну и один образец просто самой записи, фрагмент. Записи большие, показывать их очень неудобно, пожалуйста. Это вот большой перечень в Турьинской волости приобретенных земель. И вот записывают, у кого двумя полянками с посаду, кто покупает. Вот пониже Вашерта, через здесь. Дальше, кто покупает Шишевы, наверное, Шашевы, скорее всего, да, как у нас, покупают Тихоновы, продают, вернее, Тихоновы, Габовы, Каканины. То есть вот здесь уже можно будет посмотреть. Вот, повторяю, 280 таких записей вот во втором томе. Это в основном второй том. Пожалуйста, дальше. Дальше в письмах он обязательно докладывал, то есть сведения об организации работ в Усолье, строительстве Варниц. Ну вот здесь просто не буду читать весь документ, покрупнее бы было проще увидеть. Это 74 год. Нужно было строить новую трубу, рассольную трубу, откуда поднимается рассол, соляной рассол. И вот здесь они, трубного мастера Власа, который из Тятьмы был сюда приглашен, собрались и искали, 3 жребия выбрали, 3 места, и куда выпадет жребий. И выпал этот жребий великого целителя Николая. И стали они молиться за сына твоего, Андрея Ивановича, он письмо пишет. А в это время как раз, как ученые считают, как раз потому что впервые упоминается в какой-то переписке сын у Ивана Даниловича Панкратиева, вероятно, он недавно еще родился, этот сын, и так далее. И описание, а где же эта труба. То есть чем, вот если глубоко историк будет смотреть, и как-то здесь вот развивать историю самого сереговского промысла, не так, как сегодня, очень коротко, сжато. Пожалуйста, дальше. Так, ну вот перепись 678 года. У Усолья Ивана Панкратиева была труба и уже 6 варниц.
Да, 2 трубы вновь делают, то есть трубы постоянно. Работает уже потом в 83-м 9 варниц, в 97-м году 13. В какие-то времена были и 14 варниц. То есть варница это что? Можно следующее показать. Это своеобразный котел, примитивно объясняю, цирена, цареваренная сковорода или котел. Этого дочь мне тут подбирала картинки, фотографии, не знаю откуда взяла, и, по-моему, это не цирен, но это сковали, поставили в переднюю. Сколько вот, то есть это где выпаривают рассол, примитивно объясняю. Вот это ага. А дальше он сообщает, вот на реке Ерычи, вот подъезжаешь, если по той стороне в Серегово, как раз проезжаешь вот эту реку, построили там мельницу. И вот какая, что она там, то есть это все в письмах. Если хронологически смотреть, то можно будет очень много дальше интересного узнать. Пожалуйста. Я сейчас просто скажу, почему у них вот получалось. Здесь соль была белая, хорошая соль, так она ценилась. И почему, говорят, вот они попали на хороший пласт. Поскольку они сами из Галича, и рядом соль галицкая, и там истори уже владели многие этим мастерством, и сразу сюда были привезены, вот 7 было соливаров по переписи с 678 года, 3 года были из соли галицкой. То есть их везли сюда. Также везли вот сюда трубника, то есть оттуда кто уже умел. Поэтому и нашли. Ну а здесь, я просто показываю, как вот перечисляю, здесь кто. Он пишет в 674 году о том, что они, в принципе, живут вместе все. Вот он приказчик, а вместе с ним живут Прокопий Нестеров, Федор Меркуров, Мартын Миколаев, Михаил Федоров. Это почти все крепостные. Либо, как в учебниках истории написано, военнопленные поляки и карелы. Поэтому, или вот этот, кто там, Петрушка Немчин, или Петрушка Давыдов, который ключником был там, Сенка Давыдов, тоже поляк и так далее. То есть живут они все вместе. Правда, до этого в письме он просил у своего хозяина позволения, чтобы они могли жить. Все они холостые в тот момент, чтобы они жили все вместе, что так как бы проще жить им. Дальше, пожалуйста. Ну вот, для данного промысла всегда были очень важны дрова. Почему варница варится? Именно требуются дрова. И в большинстве писем он пишет об этой проблеме, о снабжении дровами. И если поначалу, наверное, это было чуть-чуть попроще, то есть крестьяне с деревень привозили дрова, расплачиваться, а у него не было денег. То есть он все время просил у Панкратиева, что прислали денег. И потом буквально за каждый рубль отчитывался в письмах. Ну, крестьяне в долг, конечно, привозили. Сам он ездил в Яринск, одалживал, брал кабалу, определенную сумму. И интересно, что вот в этих письмах можно найти фамилии яринских людей, которые судировали ему. Вот Цивилев, Курсин, Осколков и так далее, то есть, которые давали ему деньги. А он просил Ивана Даниловича, что если они поедут в Москву, чтобы их хорошо встретили там, в Москве. То есть вот в этом плане. Ага, ну вот здесь 683 год мне попался, где у меня там дрова, все с площадей сдержаны. Крестьяне съехали, много возят. До Рождества Христова, понятно, что будут возить, а расплатиться нечем. И вот он скоро отправляет до Вологды это письмо в середине декабря Григория Никифорова. Никифоров пишет, чтобы он привез деньги, дать быстрее этих денег, чтобы с людьми рассчитаться. Вот. А в 89 году он пишет: наш соляной промысел за Божьей помощью сохранен, а соляное варенье за безденежным и за бездровицей стоит. Нет дров, нет, не работают варницы. Вот это проблема, и не раз это было в истории того вот этих 30 лет. Пожалуйста, дальше. Ну вот, а дальше он и занимался сельским хозяйством. То есть они же покупали пожни, покупали покосы. Я обратила внимание, не знаете, что они покупали где все? Выше по течению, в Ими.
Очень мало где, вот там, допустим, Ярозин Ярыз дописал, Визинга это Ван Виздин записывали. В основном это все, вот начиная от Ляль, там половники, там Турьев, Нишпогост, Висляна. Почему? Видимо, сплавлять оттуда. Да, и лес, и проще сплавлять, хотя лес из Усть-Выми возили, проще сплавлять сено, он пишет, плавить будем, копны, сколько копен сплавили и так далее. Ну вот здесь, в 1975 году, объясняет, ржаной сеяли, с мельничными полями будет пашня. То есть объясняет, что как будет. В 1989 году он приглашает Панкратьева. Приезжайте во времени свои сенные покосы осмотреть, потому что государи покосы самоустроенные. Ну вот кто бывал в Серегово, наверное, обратили внимание, гора. И там такие пожни стоят. Действительно, до сих пор, наверное, может, оттуда они заложены. Очень красиво, когда летом смотреть, очень красивые там места. Ну вот, а дальше, в 694 году он пишет, позволь, государь, приказ хлеб купить. Не хватало же здесь, все знаете, как это было. Дальше, пожалуйста. А сено у них было хорошее. Ну вот он пишет, ну всего у них 60 меринов для, в том числе 30 работают кварницам, 20 волочат дрова в усолье, опять вот это волочат всюду у него, 10 лошадей в деревнях, на сельхозработах, естественно. А в 1988 году он сообщает, что хлеб сей год родился. Вообще, честно говоря, это, наверное, единственный год, может, я пропустила. Но вот, по-моему, единственный год, когда он с удовольствием сообщает, что есть хороший урожай. Ну вот как записано, там он пишет, сколько снопов, я уже не стала выводить. Вот суслон, вот такие виды, так выглядел раньше суслон, куда укладывались вот эти все снопы. Дальше, пожалуйста. Ну и следующее, то есть дрова, припасы. Известно, что сюда привозили хлеб, но вот, например, грудцины, о которых я говорила, они привозили сюда хлеб. В 75-м 500 мер овса, шедшего на корм рабочим лошадям, то есть обязательно отправлял. В 76 году 400 мер. Конечно, и сереговцы, кроме соли, отправляли туда еще кое-что. Но в частности, постоянно, как ученые утверждают, и в больших количествах из Серегова в Устюг на семейный обиход отправлялась рыба, пойманная в Ижемской волости. Либо ижемцы сами приезжали сюда и продавали свою рыбу. Кто-то у нас с Ижмы там сбежала, Снежана. Либо туда в Ижму отправлялись, специально отправлял Шергин людей для того, чтобы там закупили эту рыбу. Ну вот в 77-м 10 свежих семг, бочка просольной семги, бочка сигов, в 93-м 2 семги, 6 щук. Буквально вот это все вот таким образом, штучка. Там, ну, как бы по нынешним временам это немного. Это немного. А в 1977 году Ивану Даниловичу 2 полубочки персональные ему рыбы сигов, омылей, семги отправляли туда немного. Но что любопытно, ну помимо того, что там зерно и снасти, все, что необходимо для промысла, сюда же в Серегово привозились, ну правда это уже в конце будет ближе, где-то в 90-й год первый раз, яблочки. Но, правда, яблочки первый раз, видимо, привезены были Шергину, у него недавно родился сын, скорее всего. Тыквенки, он благодарит через несколько лет за тыквенки, яблочки и дыньки. Потом пишет, что привезены 1000 огурцов. Мне так было интересно, как же их считали, эти 1000. То есть, как бы, он все помечает, что привезено. Ага, откуда. Так, ну, соль добывают, то есть решаются эти вопросы, ведь соль же нужно вывозить. А для вывоза соли использовались дощаники. Вот вид такой дощаника, потом его стали делать поглубже. Это плоскодонное, не самоходное деревянное речное судно небольшого. То есть его нужно было больше в мире у нас здесь именно на веслах вывозить. И ученые считают, что здесь в Серегово были судостроительные верфи. Но ни в одном письме у него не написано это слово «верфь». У него «плотбище». То
то есть где строят эти дощаники кладбище. Дальше, пожалуйста. И вот эти дощаники строили их здесь именно в бассейне реки Выми. И вот самый первый лес, который хорошо подходящий, нашли в Часовской волости. Вот. И оттуда там и начали первые дощаники строить. Потому что дощаники привозили из Вологды и Суханы, но требовалось все-таки дощаников достаточно много. Но беда была в том, что некому было строить эти дощаники. Он все время пишет. Не все время, а несколько раз у него в письмах звучит: место малолюдственное. То есть людей-то негде нанять. Поэтому людей, плотников поначалу нанимали с Вологды. Сюда первые там сколько-то наняли. А это же все рассчитывается, надо же все платить. Там все это расписано, сколько кому надо заплатить. Дальше пойдемте. Ну вот он пишет, что такие-то, такие-то уже отказываются делать дощаники. И он отдает Семену Клобукову. И вот сумма какая, Ивану Герасимову и так далее. Расписывает, кто эти будут делать дощаники. Вот Клобуков и потом его сыновья. Клобукова, кто-то там поехал, сейчас боюсь обмануть, кто из гонцов ездил в Москву к Панкратьеву. И там этого Семена Клобукова нанял. И привез его сюда с семьей для строительства дощаников, как плотников. Это было в 1973 году. А в 1976 году в одном письме он пишет Панкратьеву, что шуйские митрополичьи, то есть требуют вернуть Клобуковых, как будто они к ним принадлежат. Но в итоге Клобуковы так и остались. Значит, то есть он просит Панкратьева решить этот вопрос. Не знаю, шуйские с Москвы, либо сбежали в Москву, и, то есть Клобуковы из Шуйска в Москву и так далее. Но это вот тоже буквально одно слово там есть в письме, и попробуем дальше. Вот. И опять же делает в лялях, да? Ага. Работных людей на дощанике. Я не буду, вот он пишет здесь, всего 684. Отправляли в мае дощаники с нагруженным лесом. Солью. Соль грузили в меха, кожаные меха. Тоже есть письма, когда он отправляет шкуры туда и просит обработать их и привезти для того-то, для того-то. Вот. И всего 684. То есть они, допустим, 10 дощаников отправили, или 12, я здесь не посмотрела, сколько дощаников они отправили. Вот 10 дощаников. 684. Он делал все сам. Я буду дальше говорить. Дальше. Пойдемте. Ну вот здесь. Здесь в чем документ, я не буду тоже, почему я его бы хорошо. Он пишет уже, когда отправляют они сколько. Здесь название дощаника, когда его сделали и кто его сделал. Допустим, сын Клобукова Семена, Костя Клобуков. Дальше Филипп Тютюков. То есть уже видно, кто изготавливал это дело каких людей. Не буду называть, то есть я обозначаю то, что эта информация здесь есть. Пожалуйста, дальше. За меха. Меха, вот это как раз дело типа мешков. Я как поняла, это делали из кожи. То есть отправляли невыделанную шкуру. Он пишет, сколько телячьих, сколько шкур он отправляет туда, чтобы выделали, и указывает, какие качества требуются там. Вот, и укладывают туда. Дальше, пожалуйста. Так. Ну вот здесь тоже опять, где делают дощаники? В Юраме. Это кто у нас сейчас Юрам? Это где у нас? Студенец, да? Речка Юрама. Там, они же на воде, где кладбище Юрамское. Дальше на Окводе. Вот, дальше делают где? Костя в Сысольском, на Сысоле в Парчике делает. Ага, то есть вынуждены где-то искать места, то есть ведь еще подбирают лес там. Понятно, что они повезут из Часова туда лес. Дальше в Часовой, то есть в Часовском. Дальше делают в Тыдоре. То есть на Сереговский промысел были охвачены и привлечены и люди, и территории. Опять же, здесь кто это делал? Так, Тютюкова не нашла откуда. Ну, правда, не особо искала. Дальше пойдемте. Так, сейчас перед этим я еще скажу. И всюду
самая лучшая курья считалась для хранения зимой, эти же дощаники нужно было. Их в мае отправляли с одним грузом, возвращались с другим. И были проблемы, что когда они возвращались, допустим, дым уже обмелело. Их на вычегде останавливали и оттуда возили либо на лодках, либо на повозках. Перевозили вот тот весь груз, который нужен был для промысла и для людей. А лучшая курья, правильно говорю, кырсинская. Кырс, это опыт. Да, лучшая. Но, правда, где-то был период, что она была очень сильно засорена, эта курья. И тоже письмо пишет, что требуют волостные власти заплатить за пользование курьей. А мы же ей не пользуемся, она засорена. То есть как поступить? Все же он согласовывал с начальником. Ну и особая область хозяйства – это развитие племенного коннозаводства. Сейчас только увидел, что 3 N у меня, если не 4. Ага. Никогда бы не думала, как бы особо, хотя в учебнике истории это есть записано одной строчкой. Но здесь разводили племенных лошадей. Ага. Для завезения сюда привозили немецких, турецких, ногайских жеребцов. Ну, я просто вот здесь, опять же, этот Груцин, купец из Устюга, отправлял сюда. Вот здесь написано. Сколько дальше пойдемте, следующее, что-то тут, мне, наверное, не все вошло в кадр. Да, ага. И вот он также почти во многих письмах, ну раз в год это точно, он описывал всех этих жеребцов, которые у него есть, которые были, как они выглядят, и кого и куда он отправляет. Пожалуйста. То есть это тоже опять, если смотреть, а вот этой отрасли хозяйства в нашей республике, здесь можно, вот, сколько кобыл, все, вот это все. Но вот здесь умерла. Здесь я просто не сделала фрагмент, обрезала, а проблема была, коновала не было, то есть умирали лошади. Не было есть конюх, все, а кто там лечит и так далее. Здесь эта проблема существовала. И так, насколько я поняла, не было. Но вот в мае 691 года на дощаниках их увозили. На продажу уже 12 жеребцов и кобылок он отправил. Но это уже тоже так выборочно вытаскиваю. Пожалуйста, дальше. А, нет, вот они уже здесь. Ага. Родилось в 90-м году 11 жеребенков и 11 кобыл. Ну, записано так, как он записывал, поэтому я уже тут. Ага. Пожалуйста, дальше. Ну и проблема во все эти годы, особенно до 84-го года, вот с 73-го года, как приступил, существовала очень серьезная проблема. Противоборство с гостями Филатьевыми и Соловецким на монастырем за земли вокруг Усолью. Я возвращаюсь к тому, что купил-то он маленькие земли, небольшой участок Панкратьев Данила Григорьевич. А расширяет скупали. И рядом в это же время начал покупать вологодский купец Астафий Филатьев земли. Буквально рядом. Там Гичев, Зиновей или Зиновий сейчас, ага, Гичев продал первую землю. Абсолютно, буквально чуть ли не рядом с существующими варницами. И вот Филатьевы-то купили, насколько я поняла, из истории, из учебника и из писем, что неудачно у них получилось трубы-то. То есть у них не попадали они на этот соляной пласт. То есть не было большой солидобычи. И я по-своему рассуждаю, может быть, я абсолютно не права. То есть почему это противоборство? Филатьевы хотели вытеснить Панкратьевых отсюда всеми разными способами. И буквально у него был, вы увидите в переписи 678 года, приказчик Федька Чеул, Федька Евсеев Чеул. Он вот строит двор на Гической земле, практически рядом с варницами, практически рядом вот с этим усеем. Скупает у крестьян земли, ранее купленные у них же Панкратьевым. Вот вы сказали, что про Шергина. Весь вопрос был в чем? Что Шергин скупал земли, он сразу же оригинал отправлял в Москву, а себе вот в эту копийную книгу записывал все эти закладные, все эти купчие. Это у него все были. А Чаул скупал землю у тех же крестьян, спаивал, потому что там тоже есть письма, там объяснения есть крестьян, напоит их, сунет им за пазуху деньги,
А Гилев, дьячок Ляльской Боявленской церкви, подпишет все необходимые документы. То есть были судебные процессы в Москве, где оригиналы более раннего периода, они же заверялись в Яринском воеводстве, я уж не знаю, как правильно там, какой орган в Яринске они заверяли. Вот. Ага. Дальше пишет, что Чаул еще искупает скотину. То есть он покупал жеребных лошадей, покупал коров для крестьян и Панкратиев, вот у него. Дальше в 75-го трубного мастера Власа Артемонова Чулова люди такие-то избили. А Влас, это Чумаков он, из статьмы которой он был очень нужный человек, а его избили, он прилично лежал долго. Дальше, в 76-м году Марка Семенова и Устюжанина с кабака, ой, проблема, сколько ошибок сделала, вижу, идучи по выше усолью против Опаринской трубы лицом в ручей загрузили и задушили, какие опять указывается. А потом это мертвое тело, когда панкратевские люди повезли в Яринск, их еще и задержали, пришлось их освобождать, обвиняя их в убийстве. Почему-то, потому что, я не знаю, как там было и почему, Яринское воеводство все было на стороне Чаула, вот на стороне этого. Либо подкуплено, либо еще что-то. И очень сильно как бы не любили Шергина. Его много раз пытались, угрожали ему убийством, много раз. Вот. Я не могу объяснить, почему. Может быть, от того, что не получалось у них действительно эти земли отвоевать, поскольку документы он оформлял, видимо, достаточно четко и быстро, он ничего не задерживал. Дальше пойдемте. Вот. Опять новый дощаник построили на Ляльском кладбище. Его охраняли, а он был сожжен. Амбар был сожжен со всякими судовыми снастями, которые необходимы для дощаника. Дальше, в 1978 году он пишет Панкратиеву о Чауле: суда на него здесь нет, что сдумает, то и бредит, ничего не опасаясь. Мы, де Панкратиевых прижали, никто, де никуда не смеет выйти, да тем, где не отсидятся, а вас, где крестьян всех, кое Федора не слушают, то есть его переувечим. И бита Ляльская третья больше 10 человек насмерть. Ну, я думаю, что не насмерть, просто избивали очень сильно. Вот, Попрадион, да, здесь священники не очень лицеприятно выглядят здесь, беспрестанно у вора, он Четьку называл вором, у вора с Пономарем по все дня напоя их, то есть напоит их и отвозит. А я помышляю Суздига из молодших людей в попы призвать, кто бы за пьянством не ходил. То есть это вот некоторые проблемы же обозначаю, которые были. Это была достаточно серьезная проблема в то время. Одно время там попадался, сюда приезжал священник из церкви Симеона Столпника Матвей Иванов, но его начали в 684 году обвинять в разных вещах, связанных с этим противоборством. В итоге, конечно, его отстояли, но он уже не был здесь. Он был священником другой церкви, он приезжал сюда. Так, дальше. И почему? Потому что я поняла, что Шергин был глубоко верующим человеком, и он в письмах пишет, что он не может даже выехать ни в церковь, ни в монастырь. Он, видимо, в Ляльскую не ходил, ни в церковь, ни в монастырь, и у него проблема это существовала. Вот, пишет он: мне видится в 1984 году. События произошли, наверное, неправильно там немножко поставили, те события, когда панкратиевские работники шли на мельницу. Давайте мы следующий кадр, а потом я здесь уже это покажу, расскажу дальше. Еще. Ага, наверное, вот да. То есть это уже сучных ставок. Это дело в 4-м томе. Там более 300 страниц, то есть куча всех разных документов. Вот, что приехал сюда с Соловецкого монастыря старец. Жил он, старец Афанасий. Я пропустила вначале, не сказав, что деревню Удар купил Соловецкий монастырь. И у них тоже ничего не получалось с этим солеварением. И вот они вместе с Чаулом пытались выжить Панкратиевых здесь. А поскольку представители Панкратиева здесь Шергин, значит, он, главный враг, существовал. Вот, да, и на поле. Вот указываются поля, и они Соловецким монастырем с монастырскими слугами выжили
5 пожен, то есть зерно выжили, и увидели, когда, что идут на мельницу работники Панкратиева, не начали стрелять по них из, как там, пищали или еще чего-то, забыла уже даже, как называются, да, да, из пищали, да, и рубили их, и так далее. Дальше командовал этим соловецкий монах Афанасий, пожалуйста, старец Афанасий. И Филька застрелил до смерти из пищалю Ивашку Якимова. Остальные вот расписывают, кого как ранили кого. Вот здесь есть Андрюшка Поляк, стрелял из пищали в Проньку Андрееву. Андрюшка Поляк. А потом там есть в конце каждого тома список имен и кто откуда. Так вот, Андрюшка Поляк у Филатьевых появился за 3 года до этих событий, как записано, из Могилева. Думаю, так и надо, такая просто информация идет. И так далее. То есть они, люди-то разбежались все, но были поранены. Следующее, когда приезжали, уже смотрели, я сейчас, еще, пожалуйста. Вот. И здесь уже описание. Тут приехали посадский человек, приставы, и описали все раны, у кого есть. Какие, то есть Мишка Федоров, потом он стал приказчиком после Ивана Андреевича, что на нем и так далее. Я уже сейчас здесь просто не зачитываю, что это есть в этих документах. Вот Ивана Якимова убили, то есть застрелили, и издевались над его телом. То есть его прокололи. Тут у него вот тоже записано, у него Ивашка на груди правый бок проколот, кишки вышли, по затылку шея сечена, правая пазуха проколота, локоть левый проколот, по стегнам бита, под левую пазуху дыра, а в рану, что на груди, платок запихан. То есть издевались над умершим. Ну, в каких-то там показаниях, что по этому телу, это тело даже топтали. Но потом вот в итоговых документах как-то я этого не увидела. Это все записано уже сыщиками. Вот эти документы. 2 дня не отдавали тело никому. Ну, во-первых, люди Панкратиева не смели выйти, никуда все боялись, включая Шергина, потому что он знал, что его убьют, если он выйдет, появится. Вот. Через 2 дня допустили до тела жену и тещу. Вот. А как уж потом увезли, когда это тело, и когда занялись воеводство, приставы и так далее, это уже вот 27 июля, а его убили где-то 20 какого-то 2 или 20 июля, то есть через неделю. Дальше, пожалуйста. По-моему, там придется нам сейчас вернуться, да? Дальше вернемся вот на тех, которые вы пропустили 2 файла. Раз. Нет, обратно. Еще, я скажу вам. Красным там. Еще. Вот еще один кадр и все. Вот. И 1 августа отчаянное письмо Панкратиеву пишет Шергин, что «спростовал ты сам, что за деревню не изволил постоять, пожалею убытков». А что Ивана Акимова убили, да и Михаил испоруган непомерно с товарищем, и то дело всего скорбнее таких у тебя людей перегубили внезапу напрасно. И так далее. То есть, и до этого он писал, ну найди 10 000 рублей, откупиться от неприятелей. То есть нужно было просто бы, наверное, он хотел, чтобы выкупили эти места, заплатили и тем и другим, чтобы откупиться. Но этого сделано не было. Дальше. И пишет он здесь, хотя, государь, присылки денежные были скудны в прошлых годах, только велика вотчина тебе построена, и будет возможно стоять против насильников в правде. То есть он чему вотчина-то большая, ее же нужно отстаивать. А по большому счету, здесь оставили приказчика и всех людей. 1 на 1. Никакой охраны. Дальше. Ну, на тот момент Панкратиев был в Архангельске, он же исполнял еще обязанности государственные, ему и в Архангельск писал письмо Шергин. Сам Шергин уехал
в сентябре отсюда скрылся несколькими людьми в Устюге, он уже из Устюга, а здесь остались Мишка Федоров и Петрушка Давыдов-Ключник, его главные помощники. Дальше, пожалуйста. Вот там, где крест стоит. Ну вот, поставлен такой крест. Вот сейчас я была 20 апреля там, Серега, он, конечно, уже его, видимо, реставрируют, полуразвалившийся такой. Ага, есть, в честь этой победы. Во втором томе есть мировая купца Филатьева, где он пишет, как бы, в какой-то мере оправдывается за это, просит, чтобы у них был мир, что больше ни мы, ни дети наши никогда друг друга не обвиняли ни в чем. И в том плане, что он пишет, что напрасно возводили на твоего приказчика Шергина Ивана Андреевича и так далее, и так далее. Вскоре после этого в письме, там есть уже это в переписке, Панкратиев пишет: радостные, поздравляю тебя, Шергин. Шергин он пишет. Дальше это уже мы не смотрим. Ага. Вот, в книге что хорошо? Во всех 4 томах есть указатель географических названий. И 2, и 3, и 4, там еще больше этих. Почему там покупали земли, там расписывали все. Я просто вот одну, не знаю даже с какого тома, это указатель географических названий в начале только. Посмотрите, он записывается, и чем хорошо указаны страницы. Поиск искать очень удобно. Страничка указана, ищу. Аналогично по фамилиям и по именам. Но если в 1 томе не указано, откуда крестьяне, то есть там Бокватские, Кнешпогосские и так далее, просто крестьянин, допустим, Пудкоча, Пудов Коча, вот, ага, крестьянин и страницы, то в остальных томах всюду записано, откуда, с Шошецкой, с Кнешпогосской, с Раковиц, с Онежья и так далее, и они все есть. Дальше, пожалуйста. Ну, упоминавшиеся фамилии. Я, честно говоря, хотела выписать все упоминавшиеся фамилии, но бросила это дело, потому что это было бы столько слайдов. Я просто, какие фамилии здесь, практически все фамилии, которые были там в те времена, они здесь записаны. Ну и попал даже сюда иконописец из Усть-Выльни Григорий Акиндинов. Известный, да, вот Тырин я уже там помещаю, и так далее. Фамилии Габушев в Стурии. Ага. Дальше пойдемте. Гилев. Были Гичевы и Гилев. В деле записан Ячок Гилев. Ячок. Ляльской Богоявленской церкви. А вы посмотрите, там вот здесь, поищите здесь, пожалуйста. Так, думаете, я прямо их так, столько там фамилий хорошо запомнила, вы что? К сожалению, я такими способностями не обладаю. Еще одно судебное дело, оно одно из последних дел, которое опубликовано в 4 томе. Я просто смотрела этот перечень дел, и меня заинтересовало название дела. Выпись составлена, это 96-й год, в новгородском приказе по делу об обвинении приказчика гостя Ивана Дмитриевича Панкратьева Ивана А. Шергина и других лиц в тайном изготовлении серебряных денег. Так интересно стало, думаю, и что же дело-то коротюсенькое? Оно как бы не закончилось в плане, что там ничего не нашли. И вот якобы Ивашка Семенов сын Шаламов в татьбе в расспросе с пытки винился. То есть, видимо, где-то какое-то судебное дело, это человек Панкратьева, то есть его, человек Панкратьева, это его крепостной, либо его хозяйстве. Он сказал, что в гости Панкратьеву Сереговского соляного промысла в доме его приказчика Ивашка Андреева, сын Шергина, Шурин его Ивашков, Петрушка Тимофеев, сын Городских, да клюшник Петрушка Давыдов, сын немецкой породы, делают серебряные деньги. То есть и якобы, что у него под амбаром хоромы и так далее, все это есть. И что эту серебряную руду они добывают где-то там у Пожога где-то и так далее. Но там написано, что приехали, все обследовали, всех опросили, ничего не нашли. Почему я этот документ здесь привела? Здесь в одной маленьком, вот этом маленьком документе 2 важнейшие вести. Из 2 важные информации. Первая информация.
Ивашков, Петрушка, Тимофеев, Цимгородских. Шурин у Ивана Андреевича Шердина. Понятно было, что он женился, я сейчас объясню, когда, но откуда его жена, неизвестно. Вот раз, пожалуйста, значит, она из семьи Городских, Марфа Тимофеевна, поскольку там Марфа записана. То есть эта информация раз, сразу же. Дальше. Клюшник или ключник Петрушка Давыдов сын немецкой породы. Вообще этот Петрушка Давыдов всюду записан, и в переписи, и в других документах более корелятин, Карел. А здесь сын немецкой породы. И по большому счету, вот там я была в Серегово, когда Немчинова, они себя действительно считают, что они вот род у них идет отсюда, и фамилия, корень фамилия, да, идет правильно. Но по тем существующим документам, в которым, во всяком случае, я владела, сказать, что они немцы, нельзя было. А вот тут, вот этот сын немецкой породы. И потом уже, когда на следующей странице, вот здесь, уже описывается это дело, там повторяют, что он из немецкой породы. Вот это дело, почему я привела. То есть там можно найти вот в одном деле, в одной буквально фразе одной, найти очень нужную информацию. Дальше. Ну вот это в книге во 2-м томе опубликованы образцы письма. Это вот слева так писал Панкратиев, это собственноручно написано, а здесь тоже фрагмент делаю, потому что не разместить, как писал Шердин, то есть из книг. Все это сохранилось в Российском государственном архиве, это копийная книга, пожалуйста. Ну вот теперь то, что вы говорили, а чего. Несколько раз он пишет отчаянные письма своему хозяину, Шердин, вот 5 февраля. «Служба государевне последнему не по моей силе большая». И он перечисляет, на самом деле он один за все. И соляное варенье, и трубное, и кузнец с молотниками, и повар из подварки с водоливами и так далее, скот, поставки, сплавки, дощаничные дела, судовой уход, работников нанять. Ну, действительно, все это у него. К тому ж ты, государь, не изволил денег посылать, и дивлюсь, службы большие приказал изволить, то есть изволил делать, да, а денег посылать не изволил. И мне, государь, неведомо, что делать. Он ведь порой писал в своих письмах, что мне никто не дают, не одалживают денег, а деньги же с людьми нужно рассчитываться постоянно. А соль-то ведь где продают? Не здесь, здесь очень мало, маленькие объемы соли продажи кто-то покупал, и то он согласовывал, кому можно продать соль и по какой цене, а пока туда согласование шло. То есть, в это время, ниже там еще идет, что он был тяжело болен. То есть письмо было, он уже болел, видимо, от отчаяния такое, был тяжело болен, даже без памяти был какое-то время, так он пишет. Дальше, пожалуйста. И после этого он уехал, это уже здесь нету в этом письме, можете следующий файл. Письма пишут Панкратьеву Мишка Федоров и Петрушка Давыдов и описывают, что он уехал в Ипскую волость, на Сысолу помолиться. Потом он же, когда возвращается, в марте пишет хозяину, что мне помогли хорошие люди со скорбью своей справиться. И вот в 93-м году он опять пишет письмо о денежной присылке, государь, долго брюзги по все годы, что не вовремя присылает, и спустя время, ведаю, что твой приказ есть всегда, чтобы не замедли отправляли, но на Вологде деньги задерживают нарочно. Но, наверное, первый раз в этом письме, или я увидела, ему что-то пропустила, вот пишет, обвиняет Вологодского, вымышляет промыслы вологодского приказчика Нагаева. А что я по твоему приказу, государь, за делами ходил, им супротивно учинил, зато на Вологде запором Иван меня хотел убить. То есть главный приказчик этого приказчика, вероятно, сильно очень физически и наказал. Потому что следующее, на судовой ход наймывать не знаю кого, он зимой начинает готовиться, как отправлять, с кем, с дощаниками и так далее. Михайло не принимается, потому что боится вот этого боя Ивана Нагаева. Однажды его там он сильно изувечил, напрасно изувечил. То есть вот такой, это вот тоже нравы того времени, нравы. Вот был воевода, я пропустила просто мысль, воевода Нефедьев, яринский воевода.
Он нещадно всех колотил, бил, это в письмах было. Но вот после событий 1984 года этого воеводу правительство сняло, то есть Панкратев добился, этот воевода был на стороне Чаулы и так далее. И там уже были более лояльные, более нормальные руководители Яринского уезда, с которыми он уже как-то контактировал. Так, дальше. Ну вот сам Шергин. В переписи 678 года приказчик Ивашка Андреев, сын Шергин, бездетен. Действительно, на тот период он, скорее всего, действительно был бездетен. Но в 90-м году он отправляет Нагаеву. Нагаеву при всем его в таком характере, Нагаев его яблочками одаривал. Вот, он пишет Нагаеву письмо, в котором есть благодарность от моего мальчика Ивашки, от моего сына Ивашки за присланную какую-то игрушку. То есть первый раз упоминание его ребенка. Вероятнее всего, что он женился уже после того, когда вот эта война с Чауловскими и Соловецким монастырем закончилась. Вероятно, что он женился где-то там, вот в Устюге или где-то он бывал. И к 90-му году там у него. Вот. Затем, в конце 91-го года, он пишет: «Мои мальчики благодарят тебя за присланные яблочки» и так далее. То есть уже явно появился кто-то еще один из детей. Ну вот, перепись 710 года. Сереговская церковь, там указывается священник, но в то время не писали имена, фамилии, прошу прощения. Фамилии не записаны. И я 99,99% считаю, что это Шергин Иван Иванович. Почему? Потому что, я думаю, сам Шергин был грамотный, его семья верующая, возможно, его сын заканчивал духовную семинарию, возможно, нет, но он был обучен. И он был истинно верующий, потому что вот эта семья 23 лет по возрасту как раз подходит, что он вот родился это в конце 80-х лет. Жена его Анна, сын у него Василий, брат его Тихон, практически единственный Тихон был вот в этой переписи и так далее, и так далее. Тихон потом был один. Мать их Марфа, 43 лет. Вот я тут думаю, Марфа Тимофеевна можно добавить, поскольку Шурин известен, Городских. Вот. Дальше, в ревизской сказке 720 года. В ревизских сказках священники не упоминались, только податное население. Здесь только записан один и первый раз записан Шергин в ревизской сказке. Тихон Иванов, сын Шергин, 29 лет. Опять тоже по возрасту он подходит. Его племянники Филипп, Иван и Яким. Я не знаю, либо это у сестер, либо еще у кого, потому что сыновья, скорее всего, Ивана Ивановича были у него как бы еще там, с ним, сюда. Дальше вот этих племянников нигде не прочитал. Эту часть ревизской сказки читал Морозов Борис Николаевич из Москвы. Он мне помогал, читал, поэтому я пытаюсь все добраться до этого, перечитать и посмотреть. Но думаю, он же грамотнее, умнее, чем я в этом плане. В 1947 году умершего Тихона Иванова сын Федор, 17 лет. Вот у меня в роду прапрабабушка Шергина Глафира Ивановна, она, если посмотреть, из этого рода, вот она от этого Федора идет. У Федора Данила и так далее. Вот. И здесь же записано Василий Иванов, сын Шергин. Вот он, Василий. Он не стал, значит, священником и попал сюда, в Сереговский промысел. Его братья Александр, Иван и так далее. То есть здесь уже вот от Александра, от Ивана, от Василия много ветвей Шергиных. Практически как бы всех. Вот у Шергина, у них много было сыновей, у Тихона был один Федор, сын, а сколько дочерей мы не знаем. Поэтому я по Федору, я, конечно, все отследила. Поэтому я думаю, что вот всех, кто у нас являются потомками рода Шергиных, мы можем себя считать, что это Иван Андреевич Шергин, это наш предок, я так думаю. Ну и Шергины, вот живущие, не живущие, а вот я с Шергиной Ниной Николаевной, которая работает в СГУ, общалась, она, то есть у них из поколения, у нас как бы не говорили об этом, потому что было, наверное, более далекое Шергины поколение, а у них всегда говорили, что их Шергины, что они Шергины из Устюга, из Великого Устюга. То есть мы с ней разговаривали об этой проблеме. Так что вот, дальше.
Но это уже конец. Я просто всегда говорю о чем, что мы как бы помним. И это слова Меньшикова. Не знаю, фотографии его или нет, дочь моя воспроизвела, не забыла у нее спросить. Каждый несет в своей крови нервных клетках смутную память обо всем, что думали и о чем волновались предки. То есть это вот все, что я как бы хотела сказать об этом четырехтомнике. Повторяю, это все пунктирно, потому что нужно читать. Я вот сегодня была с внуками и брала с собой только первый том. Я начала его там подчитывать. Я каждый раз опять все нахожу, все новую и новую информацию там. И это достаточно любопытно. Поэтому я очень предлагаю жителям Нижпогосского района, Турьи, Весляны, Онежья, Отлы, Раковиц, там Кыркач и так далее, тех, кто узнает своих предков до этих времен, посмотреть, а кто и чем они занимались в те времена. Кем, что делали, где они жили и так далее. Это достаточно, в общем-то, интересный и, думаю, полезный процесс. Там я пропустила, вот Оквац, как Коквичане он называет, что он на дощанике вынужден был направлять людей, нанимать оттуда, тут был этот фрагмент, потому что людей не хватало. Повторяю, место малолюдственное. Для него это была всегда проблема. И я поняла, что ему очень не нравилось, когда приходилось нанимать людей из Вологды. Оттуда, почему-то это, видимо, и дороже было, да, и, может быть, не очень надежно. А здесь, когда местные поедут, они же и вернутся, обязательно домой с собой вернутся. И это возможность заработать здесь местному населению. Потому что худо-бедно, но люди, благодаря этому промыслу, крестьяне еще и зарабатывали. Пусть с задержкой, не вовремя выплачено, но деньги они все-таки получали. Кстати, там ярмарка Устроевская упоминается однажды в январе. В одном из писем он и пишет, что должен, а в дощаничные плотники мне попросят, поскольку деньги, поскольку ярмарка будет, ярманга будет тогда-то 24 января, по-моему, Герасимовская ярмарка в Усть-Выме, вот, что им деньги будут нужны, а мне их дать нечем. То есть вот такие есть информация.